последнее время некоторые СМИ чуть ли не со злорадством смаковали новую порцию негативной информации о Чеченской Республике. Дескать, режим КТО якобы восстановлен в 3, 4, 5 районах Чечни. В Грозном что-то взорвалось, в Чеченских горах кто-то с кем-то воюет и так далее. Понятное дело, все это писалось с одним явным подтекстом. Рано, мол, отменили режим КТО в Чечне, а ведь мы предупреждали. Между тем, на самом деле, с отменой действия КТО ничего страшного в Чечне не произошло. Ситуация нисколько не ухудшилась и все так же контролируется республиканскими властями и силовыми структурами. Но так уж повелось, что события, происходящие в Чечне, способны вызывать заметный резонанс в российском обществе, а потому имеют большое информационное значение. А теперь, когда с отменой режима КТО в Чечне вновь сконцентрировалось самое пристальное внимание, любой чих представляется выстрелом. Но если разобраться, режим КТО отменили не потому, что Чечня превратилась в Швейцарию, а потому, что больше не было необходимости в столь чрезвычайных мерах. Сил и средств для борьбы с имеющимся количеством боевиков вполне хватает и без КТО, тем более, что по новому законодательству более гибкому, чем прежнее. Режим КТО можно объявлять не только в масштабе целых районов, но и в пределах населенных пунктов и даже отдельных домов. Причем на определенный ограниченный срок, что постоянно и происходит, например, в соседней Ингушетии. Ровно это же самое происходило в тех районах Чеченской Республики, про которые некоторые СМИ протрубили как о зоне восстановления режима КТО. Но это вовсе не означает, что в Чечню вернулась война, хотя мы на один день или на один час. Идут обычные, едва ли не рутинные мероприятия, которые в самой Чечне никто, кроме военных, и не заметил. Так что поводов драматизировать ситуацию на самом деле нет. Что касается вдруг появившихся статей о том, что в Чеченской Республике вновь обострилась ситуация, о том, что повторно вводится режим КТО и все прочее, то во всем этом и есть, конечно, несколько интересных моментов. И в частности, вот какой. Решение об отмене режима КТО в Чеченской Республике принималось на самом верху и принималось после достаточно длительных согласований, в том числе и с силовыми структурами. Поэтому, когда некоторые СМИ говорят о повторном введении режима КТО на части территории Чечни, это означает, что они ставят под сомнение решение Кремля. И я не думаю, что те авторы, кто пишет об этом, что они этого не понимают. Но если они это делают, то тут, естественно, возникает законный вопрос. А в чем причина вдруг вот этого внезапно обнаружившегося волнения? И вот тут мы уже поневоле вступаем на достаточно зыбкую почву предположений, так как сами авторы, о которых вот только что я говорил, они, в общем-то, скромно умалчивают о тех побудительных мотивах, которые заставляют их писать на эту тему. Между тем, в СМИ уже обнародовано несколько версий происходящего. Первая, боевики якобы проявили активность, реальную или информационную ли, в пику отмене режима КТО, как бы демонстрируя, что они живы, здоровы и даже боеспособны. Вторая версия возлагает вину за временное обострение ситуации в ряде мест на федеральных военных. Мол, они недовольны отменой КТО, поскольку это ведет к понижению окладов вследствие отмены боевых. И как подверсия, якобы ранее федералы скрывали подлинную статистику банд проявлений, поскольку сами несли за них ответственность. А сейчас, напротив, выпячивают, поскольку ответственность лежит на республиканских властях. Версия, конечно, не самая правдоподобная и строящаяся целиком не на конкретных фактах, а на допущениях. Еще одна версия, еще более конспирологическая, ищет причины кампании в СМИ по поводу отмены КТО не столько в перипетиях борьбы за порядок в регионе, сколько в ожидаемом изменении порядка финансирования, а именно распределения денежных потоков в банках. Эта версия целиком строится на тезисе о том, что пока существует режим КТО, распределение финансов идет по линии полюбчих учреждений тех или иных конкретных банков. При этом для любого банка важен оборот денег сам по себе, вне зависимости от того, куда эти деньги в конечном итоге и пойдут. Под этот оборот определяются возможности кредитования, объем возможных средств для привлечения и многое чего еще. С отменой же режима КТО и введением обычного для всех регионов России порядка деятельности банковских учреждений, часть финансовых потоков неизбежно будет перераспределена. На самом деле названная версия весьма уязвима в силу того, что действовавшие до последнего времени в Чеченской Республике полевые учреждения – это скорее кассы, чем полноценные банки. Сами банки находятся в Москве, а в Чечне у них открыты кассовые отделы, стоящие в самом конце цепочки финансовой операции. Так что реального перераспределения финансовых потоков ожидать не приходится. И это обстоятельство делает указанную версию совсем уж неправдоподобной. Одним словом, версий масса, одна другой заковыристей. Осталось только понять, кому это выгодно. Думайте, что называется, сами.